объединяет нас в ситуации, когда изменяются обстоятельства. Эмоции обеспечивают максимально быструю и мгновенную интегральную оценку конечного результата действия. То есть, если у нас положительная реакция на какое-то событие, то это свидетельствует о том, что мы идем, то есть мы поставили какую-то цель, чего-то захотели, какое-то желание возникло, да, и положительные эмоции говорят о том, что мы правильным путем идем. Отрицательные эмоции говорят о том, что мы или допустили какое-то искажение, например, хотели что-то сказать, но не сказали, или преувеличить что-то, или солгали, или обманули, да, по сути это синонимы, тем не менее это является искажением информации. И отрицательные острые эмоции не вредны сами по себе, то есть когда мы расстроились, когда мы печальные, допустим, или когда мы сожалеем о чем-то, это говорит о том, что острая вот эта реакция, главное ее пережить в тот момент, когда мы ее переживаем, не прятать ее, да, не обманывать самого себя. А как раз они сигнализируют об обратной связи и мобилизуют наш организм, интегрируют для достижения, для коррекции, может быть, какой-то, если эта цель актуальна продолжается для нас. И отрицательные хронические эмоции, когда мы изо дня в день расстраиваемся, изо дня в день печалимся, изо дня в день испытываем какие-то отрицательные эмоции, они чрезвычайно опасны для нашего здоровья. То есть они приводят к депрессии, к снижению иммунитета в первую очередь и вообще согласованию, разрушению собственного организма. Поэтому расстраиваться длительно опасно. Я всегда беру пример с моей хорошей знакомой, которая говорит, что-то у нее печальный голос, я спрашиваю, что случилось, она говорит, у меня депрессия. Я говорю, да ты что? Она говорит, да, 15 минут, и все пройдет. Поэтому как раз беру пример с нее, что расстраиваться больше 15 минут я не имею права для здоровья собственного организма. Поэтому движемся с вами дальше. Первое, о чем мы с вами поговорим, об эмоции страха. Я думаю, что все вы его испытывали. Для меня эмоция страха – это эмоция, которая, знаете, формируется, наверное, какой-то низкой вибрацией, во-первых. Во-вторых, мое представление – это всегда связано с неким холодом. У меня холодеют руки, холодеют ноги. И всегда сопровождается облаком сомнений. Я начинаю сомневаться, получится или нет, а придет человек или нет, а сложится у меня там или нет. И я всегда для себя теперь определяю, да, неприятное чувство, и я для себя всегда понимаю, что это следствие следующих вещей. Или я доказала свою правоту, то есть захотела, опять заикается. Что у нас сегодня такое? Булькает, пишет Светлана. Спасибо большое за обратную связь. Так, у кого как? Наверное, скорости не хватает. Ну вот я проверяю, со скоростью у меня все хорошо. Отключите камеру. Хорошо, давайте, спасибо. Татьяна, отключаюсь. Так, слышно меня? Раз. Как меня сейчас слышно? Так лучше. Да, с одним звуком будет лучше. Давайте мы тогда будем со звуком, я потом периодически буду включаться и, соответственно, буду у вас спрашивать, как со связью. Итак, в моем представлении страх – это энергетическое существо. Чаще всего это низкая вибрация, низкие колебания. Это прикосновение ко мне холода, когда я ощущаю буду холод, и появление уныния. Чаще всего страх – это 100%, я уже за собой заметила, что я доказывала кому-то свою правоту, это следствие этого. Это проявление моей самоуверенности и самовлюбленности, когда я посчитала себя там выше кого-то или профессионалом какого-то высшего разряда. Вот чаще всего после этого возникает страх. Как только вот это вот состояние из мира я выпала, тут же возникает страх. И я теперь понимаю, что страх – это мой союзник. Вот Валентина, да, писала, что это неприятные эмоции. Для меня это предтеча, то, что называется. Да? Для меня это необходимая обратная связь. И что я попала в область иллюзий, должествования, что мне кажется, что мир должен быть другой, человек должен быть другой. И ложной самоуверенности. Как только я ловлю себя на этом,
Во-первых, вспоминайте, мы тоже, по-моему, с вами говорили о том, что испытывать страх и бояться – это совершенно две разные вещи. Или испытывать холод и мерзнуть – это две разные вещи. Поэтому, когда я испытываю страх, для меня это показатель, что я вышла из состояния здесь и сейчас, и обратно вернуться. То есть я где-то поставила себя выше другого человека или другой ситуации какой-то, или почувствовала себя мега-супер учителем, может быть, да. Поэтому я все время говорю, что я не учитель, я просто делюсь с вами то, что я испытываю, то, что я чувствую, к чему я иду, и я все время говорю, что нет, я здесь ни при чем, я просто рупор, да, мегафон, через который идет информация. И если она вам полезна, то я буду только рада этому. Следующая эмоция, которую мы сегодня рассмотрим, это чувство вины. Вина – это состояние, когда я испытываю по отношению к другому человеку, что мне кажется, что он обо мне плохо думает, например, да, или я могла себя повести как-то по-другому, или, может быть, ожидания значимого для меня человека бывают другие, которые не совпадают с моими внутренними ощущениями. Смотрите, я специально прикрепила вот такую гирю, шар, да, которая держит меня. И я сейчас спрошу у вас, скажите, пожалуйста, что с виноватым человеком очень легко сделать? Что очень легко с виноватым человеком сделать? Да, манипулировать, Мария, совершенно верно. То есть указывать ему, что делать, как делать, насколько быстро делать, совершенно верно. Вот смотрите, у вас 3 человека ответили в чате, у всех одно и то же слово. Но на самом деле очень важно помнить о том, что вина – это стремление получить одобрение у других людей. То есть виноватые люди очень часто хотят получать одобрение, чтобы кто-то сказал, что ты хороший, или кто-то сказал, что ты правильно делаешь, или кто-то говорит, что ты в правильном направлении развиваешься, да? Поэтому точно так. И стыд, о котором мы сейчас с вами будем говорить, да, это чувство, когда нам хочется получить одобрение уже не от других людей, а от самого себя, когда мои ожидания не совпадают с тем, что я делаю, и мне от этого становится стыдно. Это тоже, кстати, возможно для манипуляции. Например, вот так мы стыдим наших маленьких детей, вызывая у них определенную реакцию и контролируя таким образом поведение. Поэтому в стыде ничего плохого нет, да, это внутренний такой показатель, как правильно нужно сделать. А с другой стороны, это возможность, когда, да, человеку плохо, помните, нас вставили в угол кого-то, наверное, из нас, маленьких детей. И таким образом, для того, чтобы выйти из этого угла, мы готовы были сделать все, что угодно. А на самом деле опять получить одобрение от тех взрослых, которые нас в этот угол поставили. Следующая эмоция, которую мы с вами рассмотрим, это эмоция обиды. И здесь мы с вами немножечко поподробнее остановимся. Итак, на обидчивых воду возят, наверное, вы помните, да? То есть окружение чаще всего реагирует на того человека, который обижается, негативно. Что такое обида? Это когда мои ожидания не совпадают с действиями другого человека. Мы должны помнить о том, что, вернее, важно помнить о том, что это не решение проблемы. То есть, обижаясь, мы таким образом хотим вызвать у другого человека определенную реакцию. Например, там, вам человек не дарит цветы, и вы обижаетесь, вы ожидая, что после того, как вы проявили эту реакцию, он там подарит вам охапку цветов. Это не всегда так, особенно с мужчинами это не работает, потому что мужчины целенаправленно хотят знать, что мы от них ожидаем. Мы же чаще всего думаем, пускай сам догадается, он не догадывается, и при этом мы еще и обижаемся на то, что он не догадался. Поэтому обидчивые люди вот таким образом начинают в своей жизни развивать своим собственным
понимание мира обиды, и это начинает цикличность иметь некую. Наверняка вы видите, что те люди, которым свойственны обиды, они все быстрее и быстрее возникают в жизни, то есть чаще и чаще, и с каждой обидой люди становятся все более и более обидчивыми, то есть это замкнутый круг. И мы сегодня с вами выход из этой ситуации, ключ к разрешению, чтобы перестать обижаться, потому что обида, в принципе, ни к чему хорошему не приводит. И более того, если это длительная обида, она может приводить к каким-то даже заболеваниям и к сопротивлению. Поехали дальше. Следующая эмоция, которую мы с вами рассмотрим, это эмоция обиды. И как вы считаете, вообще кто склонен к обидам? Вот какие люди склонны к обидам? Как вы думаете, какие люди склонны к обидам? Напишите, пожалуйста, в чате. Какие люди склонны к обидам? В вашем понимании, вот в вашем общении. Неуверенными в себе, слабые духом. Которым не хватает любви, меланхолики, пишет Екатерина. Вообще, люди, свойственные к обидам, это те люди, которые не умеют и не хотят брать ответственности на себя. Вот мой опыт говорит об этом. То есть им легче обидеться, нежели пойти что-то сделать, тем более сделать то, что им, может быть, не очень нравится, или усилия какие-то нужно приложить. Поэтому вот те люди, которые чаще всего, люди, которые склонны еще и ожидать от других чего-то. Как же так получается, как вырастают такие люди? Оказывается, все очень просто. Если у вас есть дети или там внуки будут, да, то, соответственно, имейте в виду, очень часто это рядом есть мама или бабушка, которая моментально угадает у ребенка какие-нибудь есть желания. Это те младенцы, которые еще не умеют говорить: ой, он пить хочет, ой, он есть, вот он эту игрушку хочет. И, соответственно, начинают предугадывать эти желания. И не дают возможности выразить какое-то желание ребенку, кроме его протеста, может быть, да, когда он уже научается говорить. И, соответственно, ребенок эту стратегию выучивает, и он понимает, что говорить ничего не нужно, а можно просто жить, и каждое твое желание будет удовлетворено. К чему же это приводит? Это вырастает человек, который обижается на весь мир, что он неправильный, вокруг люди живут тоже неправильно, потому что они не умеют читать его мысли, и это приводит к его или бунту, да, он выпытывает у людей манипуляциями или, допустим, жесткостью какой-то, да, для того, чтобы этот человек угадывал его желания и считает, что весь мир это борьба, и надо просто урвать очередной кусочек у кого-то. Поэтому очень важно, чтобы мы умели проговаривать, да, те вещи, которые мы чувствуем. И нельзя сказать, что обиженным быть приятно. Важно помнить, что в течение всего времени, пока человек обижается, он удерживает в себе. А вот напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, почему выгодно обижаться? Ведь если бы нам это было невыгодно, ведь нам плохо, мы плачем, мы испытываем какие-то отрицательные эмоции, у нас настроение очень плохое. Как вы считаете, что удерживает в себе обиженный человек? Ведь есть люди, которые годами обижаются. Есть люди, которые не прощают, то, что называется кровная месть, да, есть у южных национальностей, есть даже такое. Поэтому скажите, пожалуйста, вот в чате напишите, почему выгодно обижаться, что удерживает тот человек, который отвернулся от тебя, который дуется, который месть, потому что другие могут войти в состояние вины и что? Валя дописывает пока. Угу. А что же боль, злость, неудовлетворение? Но согласитесь, вот мы эти чувства удерживали, это явно невыгодно. Вот то, о чем вы пишете, злость, неудовлетворение, месть и так далее. Что же на самом деле? Да, это возможность манипулировать. Вот тут Валя совершенно верно, права. А что же обиду? Но тут же, Катя, это невыгодно, по идее. Если бы мы говорили, что мне выгодно обижаться, а вот что за этой обидой стоит?
Так, мы удерживаем отношения таким образом, пишет Мария. Да, вызвать в другом человеке чувство вины, заставить вот таким образом сделать то, что нужно обиженному. Классно, Лена, вы говорите. А на самом деле, если мы посмотрим с вами глубже, то любой обиженный всегда в себе держит чувство правоты. То есть это вот то, о чем написала Лена. То есть я прав, и ты должен вести себя по-другому, а не так, как ты себя ведешь. И вот это чувство правоты, которое человек обиженный держит в себе, за счет этого он говорит, да, мне плохо, но это же я же прав. И, соответственно, вот это праведный обиженный, да, вот это чувство правоты, которое он удерживает в себе. Поэтому очень важно, если мы с вами обижаемся, помнить о том, что в чем же мы правы. Если вы посмотрите на этих двух людей, то оба из них будут правы. Один будет говорить, что это шестерка, а второй говорит, ты что, дурак, что ли? Смотри, это же девятка. И до тех пор, пока один из них не перейдет на сторону другого человека, они могут до бесконечности доказывать друг другу, что он прав. И вот это один из показателей. Как только мы правоту начинаем доказывать, очень часто мы будем попадать в то, что правота не соответствует иногда счастью. То есть вот очень важно помнить. Спасибо, Мария, за обратную связь. Да, картинка классная. Вот часто людей спрашивают, вы хотите быть счастливыми или правыми? Вот когда мы спрашиваем другого, а что, а как? Одновременно что нельзя, вот и счастливым и правым? Нет. Если ты хочешь быть счастливым, иногда нужно оказаться неправым. И как только оказываешься неправым, ты становишься одновременно счастливым, потому что ты начинаешь договариваться с другим человеком о тех общих целях, которые у вас есть. А мы начинаем кричать, мы начинаем доказывать, мы начинаем с пены у рта доказывать собственную правоту, и, естественно, от этого отношения только разрушаются. Итак, что же ты хочешь, быть прав или счастлив? И мы можем посмотреть на счастливых людей, которые вокруг нас, и, может быть, вы сейчас в зеркало посмотрите на свое отражение и будете счастливым человеком, да? И, соответственно, тот человек, который будет счастлив, он всегда прав. Потому что то состояние, которое есть у него, оно как раз и говорит о счастье. Поэтому иногда для того, чтобы быть счастливым, важно оказаться неправым. И ту технологию, которую мы сегодня с вами посмотрим, она как раз говорит именно об этом. Как у нас со связью? Напишите, пожалуйста, в чате. Я включила видео и снова конец. Снова, значит, все. Тогда я вообще убираю себя и буду говорить без видео. Итак, рассогласование. Итак, что такое обида? Если вы сейчас пишете, вы прямо можете себе написать, я себе сделала некий конспект, и, соответственно, вот по нему буду. Я пишу, что обида – это мои ожидания не равны поступкам другого человека. Тех действий, которые я ожидаю от другого человека. То есть, как только мы начинаем ожидания испытывать по отношению к другому человеку, мы думаем, что он сдаст на пятерку, или он закроет, допустим, там какую-то, как это называется в сетевом маркетинге, закроет квалификацию, да, или вот Людмила поедет в Египет. Если человек чего-то не делает, да, мы можем испытывать от этого обиду. Соответственно, здесь очень важно, во-первых, дать себе отчет, что я сейчас ожидания какие-то испытываю, и очень часто могу быть разочарована в этом, да, развеять чары, когда человек поступает не так, как мы от него ожидаем. Следующее чувство – это вина. Если вы пишете, то это ожидание не соответствует тем действиям, которые я по отношению к другому человеку испытываю. Например, человек считает, что я вот должна раздать 5 каталогов, а я не раздаю, и поэтому испытываю чувство вины. Елена пишет, что хотя обижена, все, тогда Татьяна, я согласна. Особенно если он подвержен обидам, надо принимать человека таким, какой он есть, чтобы не испытывать чувство обиды. Елена, я правильно думаю?
Да, совершенно верно, Елена, вы правильно думаете, потому что принимать такого человека, какой он есть, со всеми его минусами, со всеми его плюсами, и самое главное, Татьяна, когда я принимаю человека таким, какой он есть, без чувства обиды, во-первых, это выражаю, да, вот не оставляю это внутри, а я выражаю, что мне сейчас больно или мне сейчас обидно от того, как ты сейчас со мной поступил. А во-вторых, я не ожидаю от него, что он там будет что-то делать, да, или не делать, например. Я воспринимаю его таким, какой он есть в реальном времени, да, совершенно верно, Елена. Или если у меня внутреннее раздражение или недовольство, или, не дай бог, там гнев и злость, я тут же ему об этом говорю. Но я говорю, не ты там такой-то, да, а говорю о собственных чувствах. Поэтому, Елена, спасибо большое, вы совершенно правы. Следующее состояние чувство стыда, когда результат моих действий, то есть если вы сейчас пишете, да, мои действия не совпадают с своими ожиданиями. И я внутри испытываю, ну как же я не позвонила, или как же я не сказала, или как же я там не сделала что-то, ведь я могла позвонить, могла сделать и так далее. Спасибо большое за обратную связь, Елена, мне это очень важно. Еще и с восклицательным знаком. Спасибо, Лена. Следующее, страх неудачи, это когда нашим ожиданиям соответствуют параметры заветного неприятного переживания, стыда, вины или обиды, когда я думаю, что ну вот если я это не сделаю, то мне будет плохо. Это корень неопределенности, мнительности, тревоги, фобии и страха, когда я выпадаю из момента настоящего и начинаю за будущее думать, вот скорее всего не получится, или скорее всего не произойдет вот так. И, соответственно, буду испытывать вот эти 3 негативные эмоции. Следующее, о чем мы будем говорить, это общий корень вообще всех этих эмоций. Первое – это сознательное или несознательное искажение при передаче информации, когда мы о чем-то умолчали, или наоборот что-то преувеличили, или просто обманули, что сделали звонок, например, да, 5 человекам, а сами сделали, например, 4 только звонка. Это ложное представление о свободе воли человека, его месте в окружающем мире, основанном на иллюзии наличия другого идеала более совершенного состояния, чем то, что есть. Помните, мы об этом говорили, что мы достаточно хорошие спонсоры, достаточно хорошие дистрибьюторы, достаточно хорошие жены, достаточно хорошие пассажиры, например, транспорта, да, то есть это ложное представление о том, что может быть лучше. Это ложное представление о том, что мы могли бы или можем, или будем делать лучше. То есть очень важно исходить от того, что есть, а не от того, что было или будет. И представление могло бы быть иначе, что происходящее несовершенно, то есть совершено. Кроется корень стыда, вины, обиды, страха неудачи, и однажды начавшись, постепенно подчиняет себе значительную часть нашего сознания. Поэтому важно исходить все-таки из момента сейчас. Я вам приведу пример. Значит, у меня была ситуация, что мы расставались. Кстати, очень важно помнить, что вот эти все эмоции, 4 эмоции, да, мы испытываем чаще всего к значимым людям. То есть, если человек для нас имеет меньшее значение или вообще маленькое значение, мы чаще всего таких эмоций не испытываем. То есть это один из показателей того, что этот человек значим для нас, важен для нас. Поэтому вот приводить ситуацию могу то, что вот мы разошлись с человеком, да, от общей цели. И раньше я бы испытывала чувство и вины, и стыда, и обидно, что почему так получилось, как же я без этого человека дальше буду. А случилось так, что, во-первых, я была очень благодарна этой ситуации, что я удержалась и не испытывала этих эмоций. Я четко проговорила о своих чувствах. То есть в разговоре с этой женщиной я сказала, что мне сейчас неприятно, мне сейчас больно. Я испытываю эти эмоции по отношению к тому, что, да, у меня были искажения, что мне было просто страшно проявлять их, что я там окажусь какой-то несовершенной, или меня не поймут, или я не имею быть правом слабой. А сейчас я себе дала на это право и высказалась это, про эти вот достаточно эмоциональные отношения. И, соответственно, например, так как эмоций было очень много, я просто написала это в электронном виде. То есть пишите письма, вы знаете, эпистолярный жанр нисколько не устарел. Я просто прописала это письменно и сказала, что если вот
какие-то общие цели есть, то мы будем двигаться дальше. Если же их нету, и есть от них претензии, что в итоге оказалось у этого человека, обиды, претензии, может быть, месть, вот про которую вы говорили, там, обиды какие-то достаточно болезненные, мы просто расстались с человеком, потому что, ну, кроме благодарности, я, кстати, ничего не испытывала к этому человеку, потому что благодаря этому я, соответственно, смогла выразить эмоции, которые раньше себе не позволяла. У меня вопрос, а как же стремление к лучшему, работа над собой, если мы будем всегда принимать себя такими, как есть? Достаточно хорошая, прошу прощения. Нет, Мария, вы не перебили, это замечательный вопрос. Я исхожу из того, что я в моменте настоящего достаточно хорошая. Это не говорит о том, что я не развиваюсь. Например, когда я говорю из чувства обиды, Мария, вы мне потом обратную связь тоже в чате напишите, пожалуйста. Когда я говорю что-то из чувства обиды, чаще всего я говорю о собственном опыте. Мне кажется, что я сваливаюсь в претензии, что ты не так сделал, ты не вовремя сделал, как же ты так мог и так далее. То есть вот во мне обида кричит. Когда же я исхожу из того, что я поступила наилучшим образом и достаточно хорошо, потому что это, исправить нельзя, уже все положено, да, все сказано, все сделано, я внутренне успокаиваюсь и проговаривать начинаю собственные эмоции уже с точки зрения, что я испытываю, а не что человек испытывает. С другой стороны, это можно как оправдание для себя всегда применять. Мария, мы всегда понимаем, когда мы оправдываем себя или мы говорим честно. И никого, и меня в этом не переубедить, и вас в этом, я думаю, что не переубедить. Внутренне мы всегда знаем, оправдываемся мы сейчас, то есть вину испытываем, да, или мы честно говорим это по факту, да. Поэтому я думаю, что это иллюзия, что нас кто-то может там переубедить в этом. Поэтому спасибо большое, да, что вы даете обратную связь. То есть я однозначно понимаю, оправдываюсь я, исхожу опять из ложных каких-то, да, убеждений, или я говорю по факту, что вот факт, что я там не 5 позвонила, а только 4, или вообще не позвонила. Да? Внутри-то я четко это знаю. Итак, ключ к здоровым отношениям. Во-первых, очень важно понять осознание этой информации для поддержания собственного здоровья во всех аспектах, что только честность может наладить взаимоотношения как с самим собой человека, так и в отношениях со собственными дистрибьюторами. Стоит только чего-то, то, что называется, да, цифры подбить, однозначно это всегда возвращается в бумерангу. И это будет дублироваться отрицательными эмоциями, которые мы будем получать. Необходимо понимать, что до тех пор, пока человек не примет твердого и честного решения пойти в сторону здоровья и счастья, его жизнь будет в изобилии предоставлять вот этот отрицательный опыт, подтверждающий систему ложных убеждений, приводящих к ложным выводам. Что для счастья якобы нужно быть каким-то другим, а не таким, какой человек есть. Это вот Мария как раз об этом написала. Спасибо большое за это. То есть я такая, какая я есть, да, и принимайте меня такой, какая я есть. И я принимаю людей такими, какие они есть. Я иду в этом направлении, у меня еще пока не все получается, но я теперь понимаю четко, что для счастья необходимо быть такой, какая я есть. Это очень искренне, это очень честно, это очень подкупает, и около меня сейчас все больше и больше людей, которые начинают меня принимать такой, какая я есть, и я начинаю все больше и больше людей принимать такими, какие они есть, без всяких вкусов. И что второе, да, что для счастья необходимо что-то иметь в собственности. Машину, квартиру, бизнес, не знаю, регалии какие-то, медали и так далее. То есть счастье по определению возможно, и у нас все для этого есть. Сейчас мы с вами сделаем упражнение. Возьмите, пожалуйста, бумагу. Возьмите, пожалуйста, ручку, если вы не записывали, и поставьте, пожалуйста, по вертикали 1, 2, 3, 4, 5. Написали. Теперь запишите, пожалуйста, около этих цифр достаточно значимых около вас людей, которым вы испытываете, например, обиду. Давайте мы с обидой сейчас поработаем с вами. Если вы не обижаетесь, то может быть чувство вины, да, стыда, может быть, то есть какие-то отрицательные эмоции во взаимоотношениях с вашими окружающими. Это могут быть родственники, это могут быть дистрибьюторы, как хотите. Вот напишите 5 имен,
тех людей, с которыми у вас есть вот эти эмоции. Например, обиды. На кого вы обижаетесь? У кого у вас есть по отношению к другим людям ожидания какие-то? Если вы написали 5 имен или 5 тех людей, которых вы знаете, проведите, пожалуйста, вертикальную черту. А теперь напишите около вертикальной черты, что вам не нравится, что вас раздражает, как себя человек ведет по отношению к вам. Например, давайте я приведу пример. Например, там есть Петя, который все время опаздывает на встречу. Меня это раздражает. Обещает всегда прийти вовремя, а сам все время опаздывает. Меня это бесит, например. Да? Вот рядом с вертикальной чертой пропишите около этих 5 имен, что вас раздражает в людях по отношению к вам, что они такое делают, что вам не нравится. И, соответственно, в чате напишите, пожалуйста, цифру 5, кто справился с этим заданием. Так, еще раз, да, Лена, хорошо, повторяю. Итак, первый пункт, это вы должны написать 5 имен, а второе, что вас раздражает в этих людях, да, что они такое, Лена, делают по отношению к вам, что вас очень сильно раздражает. Вот, например, меня Петя раздражает, что он все время опаздывает. Он звонит постоянно и говорит, что я там задержусь и не приходит вовремя. Так. Пятерки уже Татьяна поставила, Мария поставила, еще раз Татьяна, Юля уже справилась, Анастасия справилась. Угу. Давайте еще немножко подождем. Так, написать 5 имен и справа написать, что вас раздражает, что вам не нравится по отношению к вам этот человек делает. Давайте подождем Елену, которая просила повторить задание. Валентина уже справилась, Елена тоже справилась. А теперь что мы делаем? Загните, пожалуйста, по этой вертикальной линии листочек, чтобы имена спрятались на обратную сторону. У вас остались только чувства. Ольга пишет, что я даже одного человека не смогла вспомнить, по отношению к которому уже есть обида. Значит, и обиды нет, раз не могли вспомнить, скорее всего. Вот. Ну, можно не писать, что вы сейчас испытываете, да, но вот эти чувства, которые у вас остались на листочке, это вы их испытываете. Посмотрите, пожалуйста. Это про вас все 5 наименований написаны. Потому что мы в других людях, как в зеркале, видим только себя. И когда я предъявляю претензию по отношению к другому человеку, что он опаздывает, чаще всего это я задерживаюсь, это я не выполняю, может быть, каких-то данных обещаний, опаздывая с отчетом, опаздывая с письмом, которое я должна была отправить, с делом, которое я должна была вовремя выполнить и так далее. Вот очень хорошее упражнение, которое я когда-то сама сделала, и для меня, конечно, очень много было открытий в плане того, что какие же можно предъявлять претензии к другим людям, если чаще всего это песня обо мне. Ну вот видите, Наталья тоже пишет, что только об этом сегодня подумала. Действительно, что вокруг нас могут быть только зеркала. И гораздо четче, ярче видно в этом зеркале. Мы считаем, что зеркало кривое, ничего подобного. Это говорит о том, что это я испытываю эти эмоции, и эта вся песня обо мне. Итак, выводы.
Если мы начинаем испытывать страх, вину, обиду или стыд, это показатели. Первое. Вот по отношению к страху это 100% работает, также и по отношению к другим чувствам, что я выпала из реальности настоящего. Мы страх испытываем чаще всего по отношению к будущему. Мы страх испытываем, когда его нет, потому что когда нам действительно страшно, мы начинаем принимать действия. Мы или убегаем, или нападаем. Вот это два показателя биологического, которые у нас есть. Второе – это мое долженствование. То есть я считаю, что человек должен что-то делать или не должен что-то не таким быть, или там зарплата должна быть какая-то другая, или спонсор должен по отношению ко мне как-то себя вести по-другому, например, там больше мне внимания уделять, или меньше, например, мне внимания уделять, да. Поэтому принято думать, что работа состоит в способности заставить себя делать что-то, чего не хочется, преодолеть себя ради, например, достижения каких-то целей. Но это важно помнить, что это эффективный способ насилия над собой или над детьми, или над мужем, да, и он не будет способствовать достижению какой-то цели, а будет способствовать только одному – возрастанию сопротивления, что потребует еще большего насилия каждый день. Естественно, это рождает прокрастинацию, да, о которой мы говорили в прошлом вебинаре. Поэтому сопротивление может быть. Ведь легко делать то, когда себя не нужно к чему-либо принуждать. И вот здесь очень важное условие, что принуждение должно быть настолько слабо, что при делании чего-то и получении удовольствия оно фактически не чувствуется, или оно не мешает достижению какой-то цели. Поэтому действие должно быть в плане усилия над собой на грани приятного, когда вы понимаете, что сделав это, я получаю определенный бонус, да, и, соответственно, это перекрывается, вот это усилие небольшое, ну и просто иногда надо сесть, да, и вот это и есть усилие, просто сесть и начать делать что-либо. Так, Елена пишет, что я не раз встречала в книгах, но задумалась об этом сейчас. Это классно, Лена, что мы сейчас об этом задумываемся. Следующий вывод – это я пытаюсь контролировать, вот от слова пытка, да, я пытаюсь контролировать другого человека, я пытаюсь контролировать мир, я пытаюсь контролировать там, своих дистрибьюторов, что они как делают. Чаще всего люди это чувствуют, и очень хороший был опыт у биологов проведен, когда человек стоял, он вроде бы ничего не говорил и не действовал активно, но он стоял за спиной. Вы все прекрасно знаете, когда за спиной стоит там учитель, или кто-то вас начинает просто смотреть, как вы это делаете. Это приводит к ошибочности, к увеличению ошибочности. Поэтому важно помнить, когда у меня возникает страх, вина, обида или стыд, у меня возникли ожидания. Ожидания от себя или от других людей. И когда ты понимаешь, что ты ожидаешь, важно схватить себя за хвост, да, и оказаться в реальном времени, что писала Елена, принимать себя и мир таким, какой он есть. Следующий вывод – это моя правота, когда я пытаюсь доказать другому человеку, что я права. В этой ситуации я всегда буду испытывать одно из отрицательных чувств. Что нужно сделать, что важно сделать? Во-первых, признать свою неправоту. Когда я обижена, у меня очень колоссальный был опыт с мужем, когда мы уходили в молчание друг друга, объявляли бойкоты в плане того, что мы испытывали обиду по отношению к другому. Сейчас я себе не больше 10 минут даю пообижаться, и тут же просто целую или просто говорю, ну что, опять ты надулся. То есть я начинаю активно выражать свою неправоту, что вот я там, да, я действительно вот неправильно это сделала, да, ты прав. Иногда вот этого фразы достаточно для того, чтобы перевести все в шутку. Так, Анастасия пишет, я часто контролирую других и ничего с этим не могу поделать. Настя, ничего с этим и не надо делать. Большое спасибо, что ты пишешь об этом со скобочками положительными, да, не вогнутыми в обратную сторону. Важно себя просто поймать на том, что я опять контролирую. И этого достаточно, Настя. Признать, что я опять контролирую. И то, что сделать, опять контролирую. Появится улыбка, и раньше, скорее всего, ты это
брала это и подавляла в себе, и чаще всего это выходило в качестве гнева и злости. А вот теперь, Настя, важно просто себе дать возможность сказать, что да, я это сейчас испытываю. Так, Мария пишет, можно еще вопрос? Стыд, мне кажется, это способ показать своему внутреннему миру, что мы что-то делаем по совести. Одно дело, Мария, показать, а другое дело, когда мы это испытываем достаточно длительно. Одно дело, Мария, что я дала себе обратную связь, что я сделала что-то не так, а другое дело быть с этим стыдом день, 2, 3, месяц и так далее. Да? Первое – это признать, что я была не права, Маша. Второе – попросить у себя тогда прощения, да, если это по отношению к себе. Проговорить про общие цели, что у нас все-таки есть семья, например, мы поговариваем с мужем, да, что я тебя люблю, и именно поэтому я сейчас проговариваю тебе то, что мне не нравится. И помнить, что вы поступили наилучшим образом в прошлом, что все уже произошло, что тогда я поступить по-другому не могла. То есть я что делаю? Я прошу прощения, вот я проговаривала про ту ситуацию, которая у меня была с женщиной, да, я признала, что я была не права, что из чувства страха я даже не могла выразить эти эмоции. И вот сейчас мне опять страшно, я их описываю в этом письме. Я прошу прощения, что я действительно была не права, что то действие, которое я производила из чувства страха, было неэффективным. Я проговорила про общие цели, что ты собираешься как-то перестроить, да, то поведение, что я тебя прошу иногда просто выслушать, и ты мне советы даешь, которых я тебя не прошу. Помните, мы с вами говорили, что очень важно идти от потребности к удовлетворению, то есть спросить у человека, чем я тебе могу помочь, моя помощь какая-то нужна тебе, и если человек говорит, да, нужна, тогда мы помогаем. А если человек меня об этом не просил, то, соответственно, я отхожу в сторону, потому что человек, значит, может справиться сам, или он мне сам говорит, что я могу справиться. Помню, что в тот момент я поступала наилучшим образом. То есть, когда я из чувства страха обманывала эту женщину, да, я это делала наилучшим образом, потому что по-другому делать не могла. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это домашнее задание, которое будет называться обида. Давайте запишем сейчас 5 вопросов, над которыми вы поработаете к следующему нашему вебинару. Итак, первое. На кого я обижена? В последнее время, вы знаете, когда я готовилась к этому вебинару, я не могла вспомнить, на кого я обижаюсь. То есть я сейчас вышла из чувства обиды, понимаю, что для меня это показатель того, что я иду куда-то не в ту сторону, не в сторону собственного здоровья и не в сторону собственного отношения в плане здоровья, да, здоровых отношений, которые я хочу и сейчас выстраиваю со всеми окружающими. Итак, второй вопрос. Почему я обижаюсь? Да, какое там было событие, вы можете кратко написать, какой там был поступок, какое было действие, что такая ситуация возникла. Третье. Какую выгоду я получаю, обижаясь? То есть какого действия вы хотите от другого человека, но не проговаривайте это, да, а обижаться, собираетесь обижаться. И себе даете обещание, что больше я себе не разрешаю обижаться, потому что есть другая стратегия. Что я хочу получить от обидчика? Это очень важный вопрос. Четвертый. Что вы хотите в качестве других действий получить от обидчика? И пятое. Мои здоровые действия сейчас. То есть вы начинаете проговаривать с другим человеком, что вы от него хотите. Я, например, у меня муж по гороскопу рыба, и он предпочитает молчать, когда он обижается. И вот при переезде в Санкт-Петербург у меня было шоковое вообще состояние, что иногда его молчание достаточно длительно происходило. И я думаю, вот я останусь в новом городе одна, и он меня не поддержит, он будет молчать. Как же мне страшно. Я просто села за стол переговоров и сказала, дорогой мой, если ты собираешься так себя вести в тех стрессовых ситуациях, которые у нас предстоят, новый город, новая работа, новые отношения, новые соседи, новые какие-то разочарования, какие-то печальные события, и мне будет очень больно, скажи, пожалуйста, что мы готовы с тобой делать в данной ситуации? И мы с ним договорились, что если мы молчим, то не больше 15 минут.
То есть сейчас, как мне неудивительно, я вижу, что первым сейчас идет уже на примирение мой муж. То, чего я никогда не могла дождаться длительное время, которое у нас было. Поэтому я просто проговорила, что мне очень будет страшно, если ты будешь оставаться вот в своем молчании один. И сейчас мы проговариваем эти вещи, садясь за стол опять переговоров. И очень важно проговорить, что вы ожидаете от другого человека. То есть я прямо так и говорила, что мне страшно, мне очень хочется, чтобы ты как мужчина меня поддержал. И готов ли ты это делать? И мой муж, слава богу, я получила вообще другого мужа, вы знаете, я получила совершенно другого мужа, который меня поддерживает, который сейчас вместе со мной, который всячески оказывает мне любовь, поддержку, заботу вот в тех стрессовых ситуациях, потому что я начала проговаривать. Раньше я не могла до этого договориться, потому что, видимо, я говорила в претензиях, а сейчас я просто у него прошу помощи. Да, совершенно верно, Татьяна. Главное договориться, если у вас есть общие цели. Опять заикается. Хорошо, спасибо большое, Мария. Как ты мне сегодня помогаешь. И Мария, видимо, делает это достаточно быстро в плане помощи и получается опечатки. Поэтому ваша задача сделать это домашнее задание и выйти вот из этих стратегий обиды, вины и стыда в плане того, что сейчас мы начинаем с вами формировать новое поведение. Если как только у вас закралась обида на другого человека или, может быть, даже на себя, я тут же начинаю себе говорить, что так, дорогая моя, ты сейчас чего? Ты сейчас куда? Ты начала обижаться. Моя задача сейчас проговорить об этом с человеком. Поэтому, если у вас ко мне еще вопросы, потому что я на этом хочу закончить, на этом домашнем задании. То есть просмотреть, где мы боимся, где мы чувствуем себя виноватыми и стыдимся чего-то. Мы уже это сделали, создали себе обратную связь. И обязательно